Добрый день, хайырлы күн, хөрмәтле коллегалар. Сегодня в Татар-Информ мы говорим о пятилетии онлайн-школы «Она теле». Школы, с помощью которой многие носители, многие татары, не знающие своего родного языка, а также представители других национальностей изучают татарский язык. Представляю вам наших спикеров. Ильдар Ринатович Мухаметов, заместитель Министерства образования и науки Республики Татарстан, Кадрия Сунгатовна Фатхулова, руководитель Центра онлайн-школы обучения татарскому языку «Она теле», и Эдуард Батырович Балдаков, генеральный директор компании-разработчика платформы, на которой расположена вот эта онлайн-школа «Она теле». Ну и прежде чем перейти к разговору, давайте обновим немножко наши знания об этой онлайн-школе, которая была запущена 5 лет назад. Спикеры проведут презентацию. Рамиль, пожалуйста, запускаем. Хайырлы күн, хөрмәтле коллегалар, дуслар. Добрый день, уважаемые коллеги. Минем инде иң элек ана теле проекты турында татарча кыскача гына мәгълүмат биреп китәсем килә, аннан соң русчада информация белән уртаклашырмын. Әлбәттә, ана теле проекты бүгенге көндә безнең ул турыдан-туры туган телебезне, мәдәниятебезне саклау белән бәйле. Һәм сез бүгенге көндә беләсез, менә Россия Федерациясендә һичшиксез рус теле дәүләт теле буларак бик әһәмиятле, без аны өйрәнәбез, беләбез, мәктәпләребездә югары дәрәҗәдә өйрәнелә ул. Шул ук вакытта Россия Федерациясендә туган телләр дә бар. Һәм безнең Татарстан Республикабызда татар телебез әле ул дәүләт теле статусына ия, һәм без аны һичшиксез өйрәнергә һәм дәүләт теле буларак яшәтергә тиеш. Шуңа күрә ул мәктәпләрдә дә өйрәнә, без аны бүгенге көндә төрле инновацион яңа ысуллар табып өйрәнергә, өйрәтергә тырышабыз. Һәм әлбәттә балаларыбыз һәм киң җәмәгатьчелек тә бүгенге көндә онлайн ресурсларны, интернет челтәрен бик киң куллана башладылар, һәм бу бик кирәкле. Кайбер тикшерүләр буенча гомумән безнең 15 яшькә кадәр булган яшьләр алар бүгенге көндә төрле гаджетлар кулланып өйрәнә телне. Шуңа күрә менә бу проект, ана теле проекты да нәкъ менә замана белән бер адым да атлый һәм яхшы инновацион проект дип кабул ителергә тиеш. Шуңа күрә менә бу ана теле проекты ул һичшиксез замана таләпләренә туры килгән, туган телебезне, татар телебезне өйрәнү өчен бик яхшы уңайлы бер чара булган проект. Һәм без бүгенге көндә горурланып әйтә алабыз, бу проект уникаль һәм ул гомумән башка халыкларда әле бүгенге көндә юк, хәтта дөньяда да юк ул проект. Уважаемые коллеги, проект «Она теле» запускался в 2012 году. В 2012 году было подписано соглашение между Республикой Татарстан и международной компанией Education First. Вот Эдуард Балдаков представляет эту компанию в России и в странах СНГ. Я думаю, это интересный спикер, задавайте вопросы. Это человек, который в партнерстве с нашими коллегами запускал этот проект в 2012 году. Поэтому в этом году, в принципе, мы отмечаем 5-летие этого уникального проекта. Проект действительно уникальный, потому что ему нет аналогов в мире. Есть вот онлайн-школа, значит, изучения английского языка. Об этом, наверное, Эдуард тоже может рассказать. Ну, по родным языкам, значит, по родным языкам Российской Федерации такого проекта нет. И мы очень гордимся тем, что в свое время такая уникальная инновационная школа была запущена. В чем уникальность? Уважаемые коллеги, наше сегодняшнее общение, оно, в принципе, идет, наверное, в ракурсе сохранения, изучения родных языков Российской Федерации. Это очень важно. Несомненно, русский язык, как государственный язык Российской Федерации, для нас это и средство межнационального общения в Российской Федерации, и язык, который определяет нашу сущность, наше бытие. Но между тем очень важно понимать, что родные языки должны сохраняться и развиваться, и поэтому вот татарский язык, как государственный язык Республики Татарстан, он имеет для нас тоже приоритетное значение и в изучении, и в своем статусе. Поэтому мы ищем новые формы изучения татарского языка, и здесь вот использование интернет-технологий, инновационных таких подходов онлайн-обучения было на повестке дня. К нашему президенту Рустаму Нургалевичу Минниханову неоднократно обращались
из диаспор, наши соотечественники в зарубежных странах, в регионах Российской Федерации и в Республике Татарстан, по созданию такого ресурса, который дал бы возможность 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, везде изучать татарский язык. И вот на сегодняшний день образовательные технологии идут в каком направлении? По персонификации обучения, когда любой человек везде и всегда мог бы пополнять свои знания. И вот эта технология онлайн-обучения, она позволяет это делать. Поэтому 5 лет назад был запущен такой проект, и мы, коллеги, вот 5 лет используем этот ресурс, и мы вот в Министерстве образования совместно с Казанским федеральным университетом, с компанией Education First можем констатировать и сегодня сказать, что действительно проект удался, он успешный, и инициатива президента республики в свое время, она, конечно, была правильным, и сегодня уже проект состоялся. Внутреннее содержание проекта я описывать не буду, я только скажу, что действительно мы этим проектом еще наработали колоссальный методический опыт, потому что к разработке этого проекта, вот как академический куратор этого проекта был привлечен Казанский федеральный университет, и академическим куратором была Кадрия Сунгатовна. Она подтвердит, что ведущие ученые наши республики, филологи, лингвисты, учителя практики были привлечены к этому. Раньше, может быть, мы к изучению татарского языка в таком ракурсе еще не подходили. У нас были учебники бумажные, черно-белые, так скажем, да, у нас были какие-то методические пособия, да, у нас были какие-то электронные ресурсы. Ну, вот такая полноценная школа, которая вот по 9 уровням уже вобрала в себя и видеоресурсы, и аудиоресурсы, и словари, и всевозможные задания по типу преподавания, значит, языка как иностранного, да, и как родного. Вот это все, это нужно, наверное, Кадрия Сунгатовна, мы согласимся с тем, что это был очень колоссальный опыт наработки вот этой методики. Поэтому привлечение специалистов и вот наработка методической этой базы, конечно, подтолкнула, я думаю, еще и наших специалистов к выработке новых технологий и методики. Вот в последние годы уже мы по опыту этой работы, я могу сказать, что мы нарабатываем новые подходы в преподавании татарского языка. И на сегодняшний день Министерство образования и науки готовит учебно-методическое пособие по преподаванию татарского языка для, как государственного, для русскоязычных детей, уже с применением вот этих методик, с применением каких-то онлайн-ресурсов, игр, видеоресурсов, аудио каких-то материалов. И это, несомненно, для нас очень важно. Школа большая, ежегодно 10 тысяч пользователей могут пользоваться этим ресурсом. Это и наши республиканские пользователи, это диаспоры, представители, наши соотечественники в регионах Российской Федерации, это зарубежные пользователи. Ежегодно в феврале месяце мы запускаем старт, и вот в течение года проходит обучение. Значит, о содержании Кадрия Сунгатовна, может быть, скажет, но я вот хотел бы отметить, что в чем еще вот уникальность проекта, это в том, что, как правило, мы ведь один на один с учебником оставались при изучении языка. Здесь вот в этой школе в течение года любой пользователь бесплатно может изучать язык и плюс проходить разговорные уроки. Вот это живое общение с носителем языка, это, несомненно, большой плюс школы, значит, изучения английского языка, которую предлагает Education First своим пользователям. Но вот в этой ситуации на базе Казанского федерального университета был создан центр, который с 5 вечера до 9 вечера позволяет пользователям заходить и по своему уровню проходить разговорные уроки. Это, несомненно, большой плюс. Вот этот психологический барьер языковой, он снимается вот таким образом. По статистике пользователей, эта информация, она открытая. Вот 50 тысяч пользователей до сих пор уже прошли обучение. Преимущественно, конечно, мы республиканские пользователи заходят, и
имеем в виду. Но кроме этого есть зарубежные специалисты. Я думаю, вот Кадрия Сунгатовна может поделиться с опытом изучения татарского языка среди иностранцев наших. Допустим, были статьи, были представители, которые выражали вот благодарность и рассказывали свой опыт вот в Испании, я знаю. Поэтому можете вот эти вопросы задавать. Несомненно, для нас важен момент, чтобы все пользователи были активны. Нужно иметь в виду, что онлайн-ресурсы, они имеют свою специфику. Нужна очень хорошая мотивация к изучению. Да? Когда вот ты заходишь в школу, то ты должен прежде всего сам хотеть обучаться самостоятельно. Здесь нет надсмотрщиков, хотя отлажена система, когда напоминаний, так скажем, да, уведомлений, как мы к этому сейчас привыкли уже на своих смартфонах, значит, напоминать, что мы где-то идем медленнее, где-то мы не дорабатываем, но, несмотря на это, мы все-таки ориентируемся на самостоятельную работу. Поэтому для нас очень важно выявлять тех, кто особенно активно обучается, и вот этих людей мы ежегодно стараемся поощрить, и в этом году мы выявляем лучших наших учеников, студентов, и я думаю, в ближайшее время, вот у нас идет месячник Тукая, так скажем, да, апрель месяц традиционно такой посвящен ратным языкам, мы на одном из мероприятий, несомненно, будем чествовать этих наших активных студентов. Но кроме этого я хотел бы анонсировать, наверное, нужно анонсировать совместно с Education First наш конкурс, который мы запускаем для представителей СМИ на лучшее освещение работы системы онлайн-школы Анателе в нескольких номинациях. Это лучшее освещение в телевидении, радиосюжет, газетно-журнальные статьи, лучшая публикация в интернет-СМИ. Поэтому вот мы запустили этот конкурс сейчас, и до декабря он продлится. Я наших уважаемых коллег-журналистов, мы без вас эту работу не проведем. Несомненно, вы должны активно поучаствовать в этом конкурсе. Ну и дальше, в декабре месяце, мы постараемся объективно подвести итоги и наградить лучших из лучших. Ну и, несомненно, вот сейчас у нас нет такой проблемы, что нет учеников, мы их должны где-то искать, но мы хотим еще большую аудиторию охватить и информацию довести до всех наших диаспор. Мы, конечно, нуждаемся в вашей поддержке в этом вопросе, чтобы об онлайн-школе Анателе знали представители, наши соотечественники в регионах, все знали, чтобы не было такого вопроса, кто-то не услышал, кто-то не знает об этой школе, чтобы все могли эффективно пользоваться. Ну, я надеюсь на то, что мы и в дальнейшем будем предоставлять возможности, и онлайн-школа будет развиваться. Спасибо. Спасибо. И вопрос, Кадрия Сунгатовна, вам. Наверное, давайте поговорим о содержании. Сначала интересует содержание, интересуют методы, которыми вы руководствовались при написании каких-то примеров, заданий. Спасибо. Да, как сказал Ильдар Ринатович, онлайн-школа Анателе создавалась в течение 1 года, это 2013 года. С начала 2013 года разрабатывались уровни, и с помощью компании English First эти уровни размещались на платформе, то есть становились сразу доступными пользователям. И в течение года вот этот такой большой проект был реализован благодаря, скажем, слаженной работе, благодаря работе команды, куда были привлечены филологи Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, также представители Академии наук Республики Татарстан, медиагруппа. Мы вот день и ночь работали над созданием этой школы, и я думаю, что мы все-таки смогли до конца довести эту работу, и в 2013 году школа стала работать и служить пользователям. Что касается контента онлайн-школы Анателе, она состоит из 9 уровней. Если мы рассчитываем из международных языковых компетенций, это соответствует уровням А1, А2, Б1, Б2. Обычно знание любого языка расценивается по международным языковым компетенциям. И в этой школе представлено 9 уровней, соответствующим уровню, вот этим названным уровням.
Онлайн-школа, конечно же, она реализована на коммуникативной технологии, на основе коммуникативного подхода. И основная цель этой школы, чтобы развить у пользователей это речевую компетенцию, языковую компетенцию и социально-культурную компетенцию. То есть любой пользователь, который регистрируется в школе, с первых уроков изучает язык как средство общения, как средство массового общения. Для этого он знакомится с определенными речевыми образцами, моделями, самостоятельно выполняет многие упражнения. Для этого в онлайн-школе созданы все условия, аудиоматериалы, видеосюжеты, иллюстрации, все они служат, чтобы усвоить язык как средство межличностного общения. И, как сказал Ильдар Ринатович, каждый пользователь, который выполняет с уровня на уровень вот эти упражнения, может проверить свои речевые навыки на живых разговорных уроках. И, конечно же, каждый пользователь, который только начал изучать татарский язык, оказавшись, скажем, на живом разговорном уроке, видит, какие ему нужно материалы повторить, вернуться, что нужно лучше усвоить для того, чтобы применять язык вот на практике. 9 уровней, еще раз повторюсь, значит, огромное количество упражнений, я сейчас не буду там 1000 упражнений называть, видеофайлы, аудиофайлы, и очень большое достижение, скажем, этой онлайн-школы, контент включает в себя лабораторию грамматики, лабораторию произношения и лабораторию письма, а также пользователям представлен онлайн-переводчик. В процессе изучения языка в этой системе каждый пользователь может использовать вот эти все дополнительные элементы. И мы, конечно, очень благодарны компании English First, что именно в этой школе дистанционных курсов бывает много, именно в этой школе реализован вот этот элемент живого общения с пользователями. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос о пользователях. Преимущественно какого возраста это пользователи и чем они объясняют свое желание изучать татарский язык? Да, в течение 5 лет мы работаем, наш центр ведет работу, мы занимаемся мониторингом 10 тысяч пользователей, которые ежегодно регистрируются в школе. Как сказал Ильдар Ринатович, есть целевые группы, которых регистрирует Министерство образования и науки Республики Татарстан. Это педагогические работники, воспитатели детских садов. В определенные годы были группы представителей Кабинета министров, аппарата президента Республики Татарстан. То есть это вот целевые группы, которые, скажем, составляют большинство пользователей. Среди свободных пользователей онлайн-школы Она-Теле я бы назвала следующие категории. Во-первых, это сами татары, которые не изучали в школе татарский язык, не владеют своим родным языком. Это жители и Республики Татарстан, и регионов Российской Федерации, а также зарубежные татары. То есть для них самое главное – это вернуться к своим предкам, вернуть себе свой родной язык и получить вот нужную информацию и выучить татарский язык. Кроме этого, среди пользователей представители разных профессий. Конечно же, это в основном, я могу сказать, люди, которые интересуются языками. Например, Ильдар Ринатович привел в качестве примера самый активный наш участник, пользователь школы, это Бернард Монат из Испании. Он бывший дипломат, который прослужил всю свою жизнь в Министерстве иностранных дел Франции. Он сам француз, живет в Испании, но специалист по турецкому языку. То есть у него он работал с турецким языком всю жизнь, и когда уже вот вышел на пенсию, ему захотелось изучить еще один какой-либо тюркский язык, и найдя в интернете, что есть такой дистанционный курс для изучения татарского языка, он очень был счастлив и вот дошел до 9 уровня, пишет нам по-татарски письма, и в газете «Ватаном Татарстан»
была опубликована статья о том, как он изучал татарский язык. Есть другие, конечно, пользователи активные, и русские, представители других национальностей, и разного возраста, что нас радует, начиная от школьников, окончая пенсионерами. То есть возраст пользователей, скажем, от 12-13 до 70 лет. И, конечно, вот очень интересный вопрос такой, Эдуард Батурович, вам, наверное, будет вопрос. Во-первых, когда будет осуществлен следующий набор в эту школу онлайн Онателе? И еще вопрос, какие еще языки народов России можно изучить вот, благодаря вашей платформе? Вот опыт такой же, как у Татарстана, кто-то перенял? Исан Мусяс, уважаемые коллеги. Ну, я всегда говорю о том, что решение, которое было реализовано в онлайн-школе Онателе, по-настоящему уникально. Это уникальное решение не только для России, для Российской Федерации, но и для всего мира. Компания EF Education First, мы крупнейшая частная образовательная компания, уже на протяжении 20 лет управляем самой крупной онлайн-школой английского языка. И в современном мире английский язык действительно основное средство коммуникации и в бизнесе, и в науке, и в культуре, средством общения межнационального во всем мире. На базе онлайн-школы английского языка было принято решение правительством Республики Татарстан и была создана онлайн-школа Онателе. И в этом контексте это решение по-прежнему уникально для России и для всего мира, но интерес к наработкам, к опыту, методической, академической составляющей очень большой у представителей других народов, национальностей. В Российской Федерации больше 200 национальностей, больше 200 языков. Вы знаете, что ситуация, связанная с глобализацией, подразумевает исчезновение малых языков. И в этом контексте, конечно, тот уникальный опыт, который накоплен в Татарстане, он очень интересен представителям других народов, других национальностей. Я знаю, что в республику посещали делегации из разных республик Российской Федерации, из стран СНГ, из дальнего зарубежья. Процесс идет, взаимодействие, обмен опытом, обмен знаниями. Я думаю, что в этом контексте Татарстан традиционно выступает лидером вот этой полилингвальной среды, и уверен, ваш опыт он будет перенят. Спасибо. Кадрия Сунгатовна, вопрос. Вот пользователи, которые сейчас, возможно, нас смотрят и которые будут читать публикации журналистов, если захотят зарегистрироваться в этой онлайн-школе, что они должны сделать, когда будет набор, как вы принимаете, по каким критериям? Расскажите, пожалуйста, об этом. Спасибо. Значит, как сказал Ильдар Ринатович, ежегодно регистрация новых пользователей в онлайн-школу Онателе осуществляется в феврале месяце. То есть пользователи с февраля до февраля в течение 1 года бесплатно изучают татарский язык и идут, скажем, от 1 уровня до 9 уровня. И вот еще нужно подчеркнуть, что каждый пользователь после окончания каждого уровня имеет право получить сам, распечатать свой сертификат. То есть у него документ на руках. Он получает этот сертификат. И регистрация в феврале месяце освобождаются места для новых пользователей. И, скажем, человек, который интересуется татарским языком, он заходит на сайт Онателе, заполняет анкету о себе, самые основные, скажем, данные, и затем определяет свой уровень владения языком, то есть какими компетенциями он на данный момент обладает, что он понимает немного по-татарски, может читать, изъясняться, может ли что-либо писать. И когда он определяет свои компетенции, компьютер ему выдает ответ, с какого уровня нужно начинать изучение. Если человек немного владеет, пользователь, тогда он может начать изучение, скажем, с 3 уровня, а не с 1. Если он совершенно не знает татарский язык, то есть начинает с самого 1 уровня. Для того, чтобы иногда, вот к нам обращаются очень много пользователей или поступают вопросы в наш центр онлайн-школы Онателе, что вот они пытались зарегистрироваться и нет свободных лицензий. То есть с февраля, скажем, если
по март, ну, скажем, уж самый конечный срок, наверное, это апрель, да, ведь, Ильдар Ринатович, что регистрация проводится и остается очень мало свободных мест. На сегодняшний день, по-моему, 200 свободных лицензий. Вот с начала февраля сейчас есть 200 свободных лицензий. Каждый желающий может зарегистрироваться еще в этой школе. Спасибо. Перейдем к вопросам, коллеги. Пожалуйста, ваши вопросы. Прежде чем задать вопрос, поднимите, пожалуйста, руку и, нажав на микрофон, сообщите, с какого вы издания, с какого СМИ. Да, можно. Евгения Чеснокова, газета «Республика Татарстан». У меня вот вопрос как раз по поводу того, что вот человек зарегистрировался, я так понимаю, в течение года, да, он предусмотрен? Да, изучает. Но люди же разные, у кого-то там много работы, Да, кто-то да. просто ленивый. Да. Человек может, в принципе, дольше этим, скажем, заниматься. Ну, то есть вот захотелось мне сегодня, я там прошел упражнение, там через 2 года я еще какой-то уровень освоил. Это предусмотрено вообще? Да, конечно, среди пользователей встречаются разные, кто-то зажигается, вот, например, хочет изучать, регистрируется, начинает изучать, но какие-то, может быть, иногда технические сложности или нехватка времени, или, скажем, интерес какой-то может ослабнуть. Такие случаи наблюдаются, то есть активность, первоначальная активность может, скажем, упасть, и он восстанавливается, может возобновляет занятия в течение года, но лицензия, каждый пользователь знает, что лицензия ему выдается на 1 год. И в течение этого года он может пройти, скажем, пусть 4-5 уровней, на следующий год он может продолжить обучение с того момента, где он остановился. Такая возможность предусмотрена, да, в системе? Но я, насколько знаю, у нас второгодников нет в системе. На самом деле не так. Да. Вы должны понимать, что вот человек входит в систему с разным уровнем владения языком. Допустим, он может попасть на 3-й уровень, да? Тогда это уже не 9 уровней, а с 3 по 9, кто-то с 5 по 9. Это обычная практика, вот кто изучал английский язык в онлайн-школах, есть такое понятие тест, который определяет уровень вашего владения языком. Вот точно такая же система, она внедрена и у нас в школе. Поэтому человек зашел, определил свой уровень и дальше изучает. Потолок, да, 9 уровней. То, что вы задали вопрос, может ли 2-й год, но, коллеги, если людей не ограничивать по срокам, то у нас, как вечный студент, он еще целую жизнь будет изучать. Статистика есть какая-то процентная, например, кто вот с 0 до 9, сколько таких людей? Есть такие вообще? Конечно, например, педработники, скажем, да, которых целевые группы, которых регистрирует Министерство образования и науки Республики Татарстан. То есть все эти группы, они находятся как бы под контролем. Ежемесячно Министерство образования мониторит, то есть где что-то может быть отставание или что-то. И люди просто понимают, например, если 9 уровней, если, скажем так, условно разложить на целый год, это где-то 1 уровень в месяц. И они понимают, что, например, к декабрю или там к январю они должны дойти до 9 уровня. Еще есть вопросы? Можно я добавлю? На самом деле обучение в онлайн-школе Анатолия очень увлекательно. Оно построено в очень интересном формате. Я рекомендую всем вам обязательно зарегистрироваться и пройти 1 уровень. Я уверен, вам очень понравится, и вы очень быстро увидите свой собственный прогресс в рамках обучения в онлайн-школе. Там интерактивные задания, там всевозможные тесты, там очень интересные видеоматериалы и аудиоматериалы, которые настолько увлекательны, настолько хорошо сняты и записаны, что действительно создает ощущение полного погружения в языковую среду. И сердце нашей системы – это живые уроки с носителем языка. Представьте себе, люди, которые интересуются татарским языком в регионах Российской Федерации или тем более за рубежом, для них общение с носителем языком, с эталоном татарского языка очень важно. Да, как языковая практика, как возможность подчеркнуть новые элементы и культуры, и общения на татарском языке. И в этом контексте, поверьте мне, прогресс студентов очень хороший, если студент начинает там учиться. Ну, если студент зарегистрировался, прошел 1 задание и, скажем так, у него появились какие-то другие приоритеты, и он уже не учится, там, конечно же,
Система позволяет таких студентов исключить из обучения или с помощью напоминаний обеспечить его прогресс, его обучение. И у меня вот тоже косвенно с этим связан вопрос к Ильдару Ринатовичу. Вот вы сказали, что будет разрабатываться для школьников, да, на основе этого вот новые материалы. Но мы все знаем, какова ситуация с изучением татарского языка в школах. Она, к сожалению, не очень хороша для русскоязычных детей. Это до сих пор остается большой проблемой. Может быть, тогда проще их всех в эту систему вообще. Пусть учат так, если не получается с учителями и учебниками. Но не все так просто, как вы описываете. Значит, да. Поэтому, если вот об этом рассказывать, нужно еще следующий брифинг организовывать. Да? Но я кратко постараюсь. Ну, во-первых, вы понимаете, что есть стандарты образования, есть примерные программы образовательные, которые реализуются на разных уровнях образования. Есть у нас вот началка, есть основная школа, есть старшая школа. Вы понимаете, что материал соответствующий возрастной. Да? И понятно, что один в один взять школу, состоящую из 9 уровней, и применить к образовательной программе 11-летнего обучения нельзя. Несмотря на это, материалы, которые были разработаны для онлайн-школы, используются. Мы вот ресурсы, медиаресурсы, которые были разработаны, разместили на нашем сайте. И, кстати, специально провели обучение наших учителей татарского языка и литературы в этой школе, да, не для того, чтобы они подтянули свой уровень. Я акцентирую внимание, сейчас журналисты могут повернуть мои слова и сказать, что учителя татарского языка сами не владеют татарским языком. Нет, не для этого. Значит, мы, чтобы методику вот эту показать, инновационную, изучение языка, да, посредством медиаресурсов, провели, и сейчас они имеют такую возможность использовать ресурсы онлайн-школы, да, и чтобы сделать уроки более интересными. Но кроме этого, это, конечно, не тема данной пресс-конференции, но по татарскому языку, по изучению именно русскоязычных детей у нас и обновляются и программы. У нас на сегодняшний день действуют уже 3 линейки УМК, которые вошли в федеральный перечень учебников. Но кроме этого, мы сейчас на сегодняшний день делаем акцент на создание современных, интересных для детей учебно-методических комплексов с применением новых технологий изучения, допустим, английского языка. Не надо изобретать велосипед. Изучение английского языка имеет уже 300-летнюю, как минимум, историю. Поэтому мы применяем, изучаем опыт английского языка, преподавания английского языка и применяем вот этот опыт применительно к татарскому языку. Поэтому на сегодняшний день апробация идет в 1 классе, со следующего года уже будут внедрены определенные УМК в определенной части школ. Мы посмотрим на сегодняшний день, пока результат нас удовлетворяет и дети с интересом изучают. Кроме этого, нужно отметить и то, что не только на уроках изучается язык, и вот эти дополнительные материалы учебные и видеосреда определенная, она должна создаваться. Вот перевод мультипликационных фильмов в этой части, да, имеет очень важное значение. Каких-то интересных песен. Вот английский язык изучаются как? Вот песни изучают, да. У нас, к сожалению, это еще западает. Поэтому вот эти все ресурсы, они будут нарабатываться. Поэтому, несомненно, онлайн-школа Онат-Иле будет использоваться, но один в один применить к школьной программе с 1 по 11 класс нельзя. Можно дополнить тоже немножко? Вот я хочу продолжить мысль Ильдара Ринатовича. В прошлом году учителя татарского языка именно зарегистрировались в онлайн-школе для ознакомления с методической структурой этой школы, для того, чтобы взять для себя какие-то приемы, методы работы и использовать их на своих уроках. И учителя татарского языка в нашей республике также выражают благодарность, что есть такой образовательный дистанционный ресурс, с помощью которого они могут оживлять свои уроки, привлекать внимание учащихся, то есть отдельные элементы этой онлайн-школы очень активно используются нашими учителями. Спасибо. Спасибо. Вот забыл сказать, да, вот в дополнение я уж ремарку скажу. Значит, мы некоторым ученикам лицензии предоставляли. Вот есть у нас ученики-олимпиадники, допустим, да, мы им предоставляли лицензии, чтобы они самостоятельно вот этот курс проходили.
для подготовки, допустим, к Олимпиадам. Такая практика, конечно, была отчасти. Следующий вопрос, Татар-Информ. Добрый день, Ольга Галышбина, Татар-Информ. Эдуард Батырович, расскажите, пожалуйста, об опции школы по общению с носителями. Это в какой системе происходит? Это какая-то отдельная платформа, где регистрируются носители языка и ваши ученики, и они потом могут как-то хаотично общаться? Или это происходит там раз в день, или по завершению какого-то урока, уровня? На базе Казанского федерального университета создан центр обучения татарскому языку. И в режиме онлайн вы, как студент, зарегистрируясь в онлайн-школе Анателе, можете каждый день с 5 часов вечера по местному времени до 9 часов подключиться к живому уроку, не выходя в какие-то другие платформы, прямо внутри платформы Анателе, в соответствии с тем уровнем, на котором вы сейчас обучаетесь. Если вы находитесь на уровне beginner, да, например, А1 или А2, соответствующий учитель, носитель языка, преподает вам методику, языковые речевые конструкции. Если вы находитесь на уровне B1, B2, более продвинутым, там уже более специализированные учителя дают вам возможность на групповых уроках, возможность общаться, осваивать новые темы, проводить обсуждения. Это все вот в режиме реального времени. То есть это трансляция лекций преподавателей? Давайте я продолжу немножко, как Кадрия проходит, Сугатовна, как проходит этот живой разговорный урок. Внутреннюю кухню пусть расскажет. Значит, каждый пользователь, который начал изучать татарский язык в этой школе, с самых первых уроков, то есть усвоив самые элементарные формы обращения, общения, он заходит на урок, скажем, уровня А1, то есть дома, находясь за компьютером, он видит на своей странице, что через 5 часов начнется живой разговорный урок, и за 5 минут до начала урока, например, 17:00 начинается первый урок, за 5 минут до урока он заходит в компьютер, его фамилия высвечивается фамилия преподавателя, который ведет этот урок, и этот урок длится 45 минут. На этот урок могут одновременно попасть только 6 человек. Скажем, в школе там 15 человек могут, 20 человек, а здесь всего лишь 6 пользователей. Ранее не записываются они, да, заходят, и в течение 45 минут, значит, пользователи, скажем, этого уровня общаются с преподавателем по определенной теме урока. То есть, например, уровень А1, 8-я тема, например, семья, и именно в пределах этой темы проходит урок. В нашем центре работают методисты и 20 высококвалифицированных преподавателей Казанского федерального университета. И эти преподаватели, вот, они согласно расписанию, согласно темам ведут каждый урок. И я хочу сказать, вот среди пользователей, которые в регионах РФ живут, где нет татарской среды, некоторые пользователи не только на один урок заходят, они все 4 урока посещают за один день. Есть такие прям фанаты. Спасибо. Еще есть? Тогда уточнить, вот вы же приводили список стран, где тоже вот проходят, подключаются к этой платформе, проходят. А как в современном, ну, то есть вот с 5 до 9 в Америке, там в это время раннее утро, да? А кто-то вообще на работе. Да. Этот момент, конечно, вот как бы обсуждается сейчас, может быть, как бы продолжить, увеличить время живых разговорных уроков с учетом пользователей иностранцев, но, скажем, с момента действия онлайн-школы было выбрано это оптимальное время. Эти уроки ведь ведут наши преподаватели, у которых еще как бы есть свои занятия в Казанском федеральном университете. То есть это как бы для них нагрузка. И я вот хотела бы подчеркнуть, что те же пользователи из Австралии или из Нижнего Новгорода или из Мордовии, они вот пишут нам письма, что они прям получают истинное удовольствие, общаясь с носителями языка, общаясь с преподавателями. Но это время обсуждаем, я думаю. В какой-то момент, может быть, оно изменено с учетом требований пользователей. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Если нет вопросов, тогда завершаем. Да, Гимаев, ТНВ Планета. Айтыңыздар, міне һәр дәрежені озғаннан соң әйтелгән мында сертификат бирелә дип. Бу бюрократик бер нәрсә өчен уйлап чыгарылды, ул стимул бирәме, ул эшкә урнашканда файда бирәме? Рәхмәт. Һәрбер
өйрәнүче кеше, әйме, ул бит инде аның документ аласы килә, үзе өчен, әлбәттә бу эш өчен түгелдер бәлки, ләкин дәрәҗәне үткәч, тест тапшыргач, ул бер төймәгә басып, бу бюрократик әйбер дип әйтмәс идем мин. Бер төймәгә басып, ул шушы сертификатны ала, сертификатта үзенең фамилиясын күрә, минемчә моңа шатлана. Инде менә укытучылар, мәктәптәге укытучыларны теркиләр бит, төрле фәннәрне укытучылар, төрле фәннәрдән укытучыларны. Алар шушы 9 дәрәҗә сертификатын алгач, минемчә эш урынында аларга ниндидер шундый аттестация үткәндә, яки ниндидер баллар системасы белән рейтинг чыгарганда искә алынадыр дип уйлыйм. Рәхмәт. Рәхмәт. Менә бу 10-11 класс балалары укып сертификат алсалар, аларга 1 балл ЕГЭга өстәлсә, миңа калса, менә бу мотивация бик әйбәт булыр иде. Һәм сезнең дә катнашучыларыгыз 100 тапкыр булмаса да, бер 30 тапкыр күбәерләр иде. Тәкъдим ит инде, сорау түгел инде. Шуңа күрә тәкъдимегезне кабул итәбез, уйларбыз. Еще вот у меня такой вопрос. Как узнают зарубежные пользователи вот об этой платформе? То есть, может быть, рассылаются как-то вот в эти наши землячества татарские, да? И там вот было очень интересно, там, например, Науру. Сколько человек из Науру учится? Кто это? Вот среди пользователей, мы сказали, есть специальные группы, это педагогические работники, учащиеся среднеспециальных учебных заведений, высших учебных заведений. И когда регистрирует, специально есть еще целевая группа, это представители регионов РФ. То есть Министерство образования как бы информирует татарские национальные автономии о том, что вот с 1 февраля начнется регистрация в онлайн-школе, и национальные автономии, они присылают списки будущих пользователей, которых регистрируют с помощью Министерства English First. Спасибо. Пожалуйста, микрофон. Микрофон. Каждый день, да. Живые Каждый разговорные уроки? А сама платформа, она 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Нет, Живые уроки. платформа, каждый пользователь в течение суток в любом месте мира, где есть интернет. Да, живые разговорные уроки проходят ежедневно с 17:00 до 21 часа. Но информирование, вот смотрите, давайте действительно так. Вы знаете, что у нас представительство есть в Республике Татарстан, в зарубежных странах отдельных. Есть у нас очень активные наши соотечественники в ряде стран. Поэтому информирование идет по всем линиям. Но, несомненно, журналисты нам помогают. На сегодняшний день уже в течение 5 лет наработан хороший опыт канала связи, доведения информации. И сейчас, в принципе, уже на местах люди друг другу, сарафанное радио хорошо помогает. Значит, те, у кого есть хорошая мотивация, они, несомненно, эту информацию держат за пазухой, тогда, когда нужно, они сообщают. Но планомерная работа имеется в виду вот в Республике Татарстан, в регионах, через образовательные организации, через представительство, через национальную культурную автономию она идет. Несомненно, мы эту работу проводим. Нужно понимать, что мы хотим дойти до всех, чтобы все знали, да, и даже вот при такой колоссальной большой работе по информированию, еще, к сожалению, есть вот люди, которые говорят, к сожалению, вот я не узнал, можно ли мне найти лицензию, и вот мы вот эти 200 человек держим не потому, что вот такая вот ситуация, да, не зашли, мы резерв держим для тех, кто вот в течение полугода, может быть, да, хочет еще поучиться. И сейчас вот мы приняли решение вчера открыть эти лицензии, все уже апрель. И, в принципе, вы тоже можете сказать, что вот осталось вот 200 лицензий, которые можно использовать в этом году. Это вот с апреля по следующий февраль они могут пройти обучение. Есть статистика, какая страна больше всего вот зарубежная именно? Есть, несомненно, но эту статистику мы вам предоставим, да, вот я не знаю, если в пресс-релизах это, ну, допустим, из ближнего зарубежья, там, Казахстан, да, очень активный. Вот есть регион, даже статистика по регионам Российской Федерации, там, где татар много, где вот не диаспора, а татары проживают в регионах Российской Федерации плотно, компактно.
Значит, Самара вот в этом году очень много, да, Оренбург, Удмуртия, значит, вот эти субъекты, они активны. Из ближнего зарубежья Казахстан очень ежегодно активный. Есть в зарубежных странах диаспоры, ну, вот Австрия, Австралия, тут буквы алфавита все есть, географию можно изучать, я тоже вот с интересом еще вчера только просматривал, такие страны островные, где там 1-2 пользователя, конечно, есть и такие. Но где-то 15, где-то 20, где-то 100. Есть, несомненно, статистика, если нужно будет, мы вам эту информацию предоставим. Мы, Алсу Самиловна, сможем предоставить? Вот давайте по этому году, да, вот, допустим, 37 стран зарубежных, которые у нас, значит, в этом году в системе, мы самые интересные данные максимум можем показать, кто особенно активен. Во-первых, знаете, давайте вот, меня эта тема, конечно, волнует, когда журналисты начинают вот одну тему, когда да, услышат, что низкое качество преподавания. Да, значит, вот эта тема начинает мусолиться. Не низкое у нас преподавание качества. Есть у нас и разные направления. Татарский изучается как родной в школах с татарским языком обучения. Есть в школах с русским языком обучения группы для детей татар, они изучают как родные, как предмет. У нас есть на сегодняшний день определенные, даже не проблемы, а есть вопросы методические, да, они нарабатываются. У нас, к сожалению, опыт преподавания татарского языка в русскоязычных группах не такой большой сравнительно. И поэтому нарабатывается опыт в этой части. Значит, есть действительно ситуация, когда мы не совсем адекватные технологии применяем. Вот мы в прошлом году провели специальную коллегию Министерства образования и науки в Арске в июне месяце, посвященную совершенствованию преподавания татарского языка и литературы. Дальше разработали дорожную карту. Это комплекс вопросов по подготовке кадров. В этой части, значит, преподаватели должны обучать языку как иностранному. Вот вы на сегодняшний день, допустим, я не знаю, в начальной школе, если учится ваш ребенок, то вы понимаете, что там должны применяться совершенно другие технологии, нежели, значит, в старшей школе. Поэтому вот были в свое время определенные упущения по подготовке кадров, по повышению квалификации, по подготовке определенных учебно-методических комплектов. Вот это все сейчас пересматривается, и это все сейчас, значит, обновляется. Но это не быстрый процесс, это в течение дня нельзя совершить. Да? Но несмотря на это, и в городе Казани, и по крупным городам мы реализуем сейчас крупные проекты методической сертификации учителей татарского языка и литературы, когда готовим тьюторов, потому что какой бы учебник мы ни дали им в руки, какую бы интересную там, технологию не преподали, если учитель не проникнется за этим, он не сможет работать. Есть, мы согласны, что действительно есть проблемы, есть определенная общественность эту тему поднимает, но вот прямо там кричать «караул» и ставить этот вопрос в такой форме, я считаю неправильным. Несомненно, в любом предмете, согласитесь, вот вы должны понимать, у нас есть школьники, есть определенная часть, которая английский изучает 10 лет и после школы абсолютно не говорит и не знает этот предмет. В чем трагедия? Значит, есть мотивированные дети, есть немотивированные дети. В этой части, значит, по технологиям, по методикам, я вот как раз сегодня говорю, что мы инновационные новые технологии хотим привнести в преподавание татарского языка. Над этим очень усиленно работаем, понимая важность этого. Вот именно, я об этом и говорю, что учителя, значит, вот вы правильно говорите, отслеживаете ли, отслеживаем, несомненно. Онлайн-школа Анатолия – это одна часть работы. Да, вот они посмотрели, как эти ресурсы можно использовать. Но кроме этого у нас есть система повышения квалификации, методической сертификации. Вот непосредственно нужно работать с учителем, потому что учитель взаимодействует с учеником. Моя позиция какая? Какой бы учебник хороший не был, какие бы средства там, мы ему не поставили, там, интерактивные доски, если учитель не будет владеть этой технологией, да, не будет этого. Вот вы просто все ситуации по республике не знаете, действительно есть вот моменты, когда в отдельных школах качество преподавания действительно низкое в силу того, что человеческий фактор присутствует. Учитель не владеет той или иной технологией.
нормальный, хороший, адекватный, который интересен детям. И в этой части, несомненно, эти проекты, они позволят нам степ-бай-степ, как говорят, шаг за шагом эту ситуацию менять. Ну, при вашей помощи. Спасибо, коллеги. Нам пора завершать нашу пресс-конференцию. Всем удачного рабочего дня. Спасибо вам. Коллеги, спасибо огромное за проявленный интерес. Рахмет, барыгызга да.